Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 1 июня – Международный день защиты детей. Во всех районах республики проходят праздничные мероприятия, посвященные этому празднику. Какая работа проводится в сфере материнства и детства? Какая поддержка оказывается сегодня государством семьям с детьми? На эти вопросы ответит гостья нашей студии Елена Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Первый вопрос. Какие вопросы, связанные именно с детством, у нас реализуются в рамках национального проекта «Демография»? Национальный проект «Демография» является на сегодня одним из приоритетных направлений, впрочем, как и в целом демографическая семейная политика, как одно из приоритетных направлений в целом социальной политики, проводимой в республике и в стране. И, безусловно, те решения, которые приняты в рамках национального проекта «Демография», и не только, есть комплекс решений, принимаемых, направленных на поддержку материнства, отцовства и детства, как в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования. И вот этот весь комплекс мероприятий, конечно, направлен в первую очередь на увеличение рождаемости, увеличение численности населения и, конечно, на повышение продолжительности жизни. Это основные показатели национальных проектов на сегодня. И здесь, конечно, стоит отметить, что у нас в республике реализация национального проекта «Демография» имеет достаточно высокие показатели эффективности. Об этом свидетельствует статистика. С точки зрения показателей рождаемости мы являемся лидерами и по стране, и на Дальнем Востоке. Соответственно, по ожидаемой продолжительности жизни тоже показатели на сегодня повышенный. И об этом как раз-таки на днях свой акцент сделал президент страны в ходе встречи с нашим главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым. Конечно, работа продолжается. Ежегодно мы формируем различные предложения по совершенствованию законодательства в целях поддержки и развития мер, направленных на увеличение демографических показателей, на поддержку семьи. И, конечно, они имеют свою поддержку на уровне главы республики и, в общем-то, реализуются в жизнь. Но я предлагаю продолжить говорить о региональных программах. Есть у нас в республике финансовая поддержка семей при рождении детей, такая программа. Вот как она работает? Если говорить непосредственно о направлении финподдержка семей при рождении детей, то это конкретно комплекс как ежемесячных, так и единовременных выплат, точно при рождении ребенка. В этом году есть определенные переходные условия в связи с тем, что в целом по стране внедрено единое пособие, которое вобрало в себя все виды помощи при рождении первого, второго, третьего ребенка и так дальше при всех возрастах. Поэтому постепенно все ежемесячные пособия они перейдут в социальный фонд Российской Федерации. Но на сегодня в рамках национального проекта, если семья пожелала, допустим, получать через органы социальной защиты то же самое пособие при рождении третьего ребенка, мы продолжаем его выплачивать до достижения 3 лет. В целом, постепенно все выплаты перейдут, и, соответственно, Социальный фонд России будет дальше продолжать предоставлять эти меры поддержки. Также второе направление – это единовременные выплаты, это уже такие капиталоемкие, можно сказать. Это комплекс целевых капиталов, материнских капиталов. В рамках нацпроекта у нас реализуется единовременная выплата при рождении первого ребенка. Его размер на сегодня составляет от 44 до 52 тысяч рублей в зависимости от территории проживания в республике. Также есть материнский капитал при рождении второго ребенка, региональный материнский капитал. Его объем составляет от 176 тысяч до 232 тысяч рублей. Размер здесь уже зависит от того, какой возраст ребенка. Да? И, конечно, есть также региональный материнский капитал «Семья», который предоставляется уже при рождении третьего ребенка.
Ну вот мы заговорили уже про рождение третьего ребенка. Как сегодня по линии Минтруда ведется работа с многодетными семьями? На сегодня выстроен достаточный комплекс мер поддержки многодетной семьи. Вот мы сегодня сказали, это есть ежемесячные пособия при рождении третьего ребенка. Они сейчас войдут в состав единого пособия. Это, конечно, региональный материнский капитал. Его размер сегодня составляет 150, практически 152 тысячи рублей. Это поддержка при получении земельного участка. Да? Ну и вот одно из последних решений – это решение, которое было принято в конце прошлого года, соответственно, по замене земельного участка, если, конечно, семья это пожелает, на денежную выплату в размере 200 тысяч рублей. У нас на сегодня достаточно большой спрос на эту меру поддержки, потому что у семей у многих есть ипотечные кредиты, и, соответственно, за счет тех или иных материнских капиталов, в том числе сейчас и за счет вот этой меры, можно направить средства на закрытие ипотечных кредитов, улучшение жилищных условий. Кроме того, одно из последних решений – это изменение порядка предоставления помощи при газификации жилого дома. Теперь многодетная семья может получить такую поддержку. Это субсидии в размере до 150 тысяч рублей уже без учета доходов. Вот на сегодня эта мера, как оказалось, является востребованной. И уже 144 многодетные семьи более чем на 20 миллионов рублей такую поддержку получили. Кроме того, одним из последних также решений главы республики является предоставление аналогичной меры поддержки для опекунских семей, то есть для семей опекунов и попечителей, включая приемные семьи, в которых воспитывается 3 и более детей-сирот уже, да, или детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодня по решению главы мы подготовили проект соответствующих изменений, он находится на согласовании, в ближайшее время будет принят соответственно. Лилия Александровна, в минувшем году глава республики Айсен Николаев продлил действие целевого капитала «Дети столетия» еще на 5 лет. Вот предлагаю напомнить нашим телезрителям, кто и на что может использовать средства целевого капитала. Действительно, в прошлом году Айсен Сергеевич своим решением принял такой указ «Целевой капитал «Дети столетия». И в этом году, к нашей большой радости, поддержал решение о продлении еще на 5 лет. И действительно, это мы считаем очень важным решением, которое должно, так скажем, быть направленным в том числе на стабилизацию, да, демографических показателей и, соответственно, на рост рождаемости в нашей республике. У нас на сегодня размер целевого капитала проиндексирован, он составляет 105 тысяч рублей. Его получает каждый ребенок, рожденный в республике. Соответственно, на сегодня уже практически 4700 семей уже воспользовались. Можно его использовать на улучшение жилищных условий, опять-таки, да, но именно по целевому капиталу «Дети столетия» спектр достаточно широкий. Кроме жилья, кстати, на жилье 75% семей направили вот эти вот средства. Да. Следующее популярное направление – это приобретение транспорта. Вот. Ну а так можно, конечно, его использовать как на санаторно-курортное лечение, получение какой-то специальной помощи медицинской. Можно его использовать на семейный отдых в пределах территории нашей страны. Можно положить эти деньги на специальный счет в банке. Ну, то есть спектр расходования достаточно широкий. Ну и в целом это все-таки на улучшение условий семьи и детей, допустим. Конечно, безусловно. А если говорить о развитии общества, сегодня необходимо развивать традиционные ценности. Какая работа в этом плане ведется министерством? Безусловно, мы сегодня, кроме финансовой поддержки, и рассматриваем вопросы нематериального, так скажем, стимулирования, поддержки, популяризации наших больших семей, многодетных, с тем, чтобы
наши семьи транслировали свой опыт воспитания детей. Это, конечно, все, безусловно, способствует, да, тем же целям национального проекта «Демография». И на сегодня нами продолжается проведение очень известного в республике конкурса, семейный конкурс «Семья года». Вот буквально в эти дни заканчивается муниципальный этап, значит, в пределах которого определяются лучшие семьи уже от муниципальных районов. И в июне месяце мы подведем итоги уже республиканского конкурса «Семья года». 8 июля, в День семьи, любви и верности, будут подведены итоги и объявлены наши победители в 7 номинациях. Это молодая семья, это кочевая семья, многодетная семья. У нас 7 номинаций. Вот буквально тоже в прошлом году по решению главы были включены еще 2 номинации. Это золотая семья, соответственно, приемная семья. Поэтому 8 июля будут вручены премии главы победителям, размер которых составляет 300 тысяч рублей. Лучшим семьям Якутии. Лучшим семьям Якутии. Ирина Александровна, я предлагаю перейти к следующей теме. Буквально вчера состоялось открытие Государственного фонда «Защитник Отечества». Вот для помощи семьям военнослужащих специальной военной операции. Можно об этом поподробнее рассказать? Действительно, по решению президента страны во всех регионах страны открываются филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества». И у нас в республике 30 числа состоялось это открытие. Это для нас очень важное решение, конечно, и создание такого филиала в республике, конечно, будет способствовать, так скажем, социальному сопровождению ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, семей, соответственно, позволит улучшить межведомственное взаимодействие и социальную координацию при получении всех полагающихся необходимых льгот, выплат, вообще в целом поддержки. На сегодня у нас 30 социальных координаторов должны начать работу с 1 июня. И, соответственно, до конца года еще ожидается также увеличение численности социальных координаторов, и их присутствие будет обеспечено в целом по республике. Но на чем хотелось бы обратить внимание, открытый в Якутске филиал, он сегодня также предусматривает систему социального МФЦ, то есть буквально, значит, на территории данного фонда будут расположены все абсолютно службы, начиная с управления социальной защиты, здравоохранения, медико-социальная экспертиза. Соответственно, будут организованы пункты проката, они уже организованы фактически, да, это демонстрационные комнаты, соответственно, психологи будут принимать, соответственно, тех, кому это необходимо. Поэтому этот социальный МФЦ, конечно, он будет очень серьезно способствовать ускорению при получении тех или иных необходимых услуг и мер поддержки. Своего рода такое единое окно помощи. Это, безусловно, именно по принципу единого окна. Ирина Александровна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До скорых встреч.